Рахмат, Динара Асиевна. Мен түшүнөм, эмнеге коллегаларымдын көпчүлүгү бул мыйзамга, бул сиздердин сунуштарыңарга каршы болуп атышат. Анткени деген кошумча текшерүүчү орган дегенде биздин Бишкек эмес, Кыргызстанда эмелердин эми биздин жарандарыбыздын, ишкерлерибиздин жүрөгү түшүп бүткөн да, сөзүн ачык. Аны сиз да жакшы түшүнөсүз да. Келгенде эле бул аягы эмне менен бүтөт? Анткени акылары аз. Коррупционный рисктер абдан чоң, баары сүйлөшүү менен бүтөт. Мисалы деген кечээ эле прокуратура иш козгоптур да на сотрудников Бишкек глав архитектуры и мэрии города Бишкека деп за нарушение по банному комплексу. Сиз уккансыз да, вот там пожар был, вот они возбудили уголовное дело. Менде мындай суроо болуп атат да, ушунча проверкалар болду деп, 8576 проверка болуптур да, 10 жылда. Сизде мүмкүн маалымат барбы, жокпу? Ошондо кийин мыйзам бузуулар чыкканда мамлекет тарабынан, прокуратура тарабынан, УКМК тарабынан, Ички иштер министрлиги тарабынан, эми в основном прокуратура текшерет эми, канча кызматкерлер жоопкерчиликке тартылды? Ошо кол коюп, все документально соответствует. Анан кийин эле деген нарушение чыккандан кийин, значит, это просто вот, ну, грубо говоря, ошол сүйлөшүп алган текшерүүлөр болгондон кийин жоопко хоть один сотрудник тартылды беле? На моей памяти за 30 лет нашей независимости у нас идут нарушения, строятся дома без парковок, да, строится вот у нас сейчас хаотичное строительство боюнча комиссия түзүлдү, да. Ни разу ни один государственный служащий, кто подписывал эти документы, кто узаконил незаконные вещи, никогда не привлекается к ответственности. А бирок ишкерди барып туруп баса алабыз да. Ишкерди барып туруп баса алат прокуратура, Ички иштер министрлиги, УКМК. Мен айтып, мен жанада айттым, СИЗОдо канча ишкер отурган мүмкүндүү расмий цифра жок. Анткени эменин баарын текшерүүдө барып сүйлөшүшөт, ишкерден акча сураса берет да, алда коркот да. Эртеси күнү тиги сиз айтып атпайсызбы, вот кредит алгандар, мына Руслан мырза сурап атпайбы, эмнеге расмий түрдө кредит алып, мындай нарушение болсо эмнеге даттанбайт? Анткени ал коркот, кара тизмеге киргизип коет. Даттанбайт бирде жаран. То же самое биякта бирде ишкер даттанбайт. Кечиресиз. Төрага мен жана ошон үчүн айтып кеткем да, мен эми көп сүйлөйм деп. Бул маселени, бул бир минус жактарды айтып кетсек, ошол акылары аз мамлекет кызматкерлердики, коррупционный рисктер көп. Взятка 90% иш взятка менен бүтөт. Андан тышкары, мисалы деген прокуратура иш козгосо, ишкерлер барып жалып калат, ошон үчүн бирде ишкер барып арызданбайт мамлекеттик кызматкердин үстүндө. Эгер тааныш жок болсо эле ошол прокуратурада арызданбайт. Анткени аягында деген акча ошонун үстүнө түшүп калат. Бирок бул мыйзамды эмнеге колдош керек дегенде, мен бир-эки маселени, мисалы, 1-Май районунда мусорный полигон бар. Ошол мусорный полигонду деген 30 жылдан бери ызычуу, аякта мафия, аны барып текшергиле деп, мисалы, мен суранат элем да. Бирок азыр укугуңар жок экен, то есть пока расмий түрдө биз сиздерди не закрепим бул проверкага, барып текшере албайт экенсиңер. Мисалы, 1-Май районунда ошол республикансканын Победанын кесилишинде 2 парк бар, ошол жакта чоң ызычуубуз. Аны сиздерден башка эч ким барып чече албайт экен. То есть мындай мындай эме болуп кетет да. Потом детский труд бар. Ошо базарларда балдарды иштеткен, бул эми жай окуй турган балдардын баары базарларда аргасыз, конечно, түшүнөм, иштеп атышат. Бирок ал балдарды көзөмөлдөй турган только ошол трудту силер тарап көзөмөлдөйт деп бизге айтып атышат да. Эми Минсоц труд права, бирок мурдакы тизмеңер боюнча турат да. И дагы мен сиздерден, Динара айым, суранат элем, есть Мотовская конвенция о недопущении насилия на рабочем месте. Вы знаете, да? Минсоцтруд, я уже в который раз, я уже это до президента это довела, тоже просила, да, ошону конвенцию мы должны ратифицировать. Апкелелечи, пожалуйста. Сизде өкмөт менен да сүйлөшкөндө ушундай көп нерселер болот ата. И детский труд, и насилие болот ата на рабочем месте. Вот я понимаю, что это не совсем может быть, но она пересекается с вашей средой тоже, да, вот так как мы проверки уточнили, да. Ошондо, пожалуйста, өкмөттө да суранат элем, апкелегиле деп. Потом по ресторанам. Вот как только общепит мы разрешим всем проверяющим органам без уведомления ходить, я понимаю, там нарушений есть они, не идеально все работают. Отравлений много, особенно летом пищевых отравлений много. И на базарах, и в хороших ресторанах тоже происходит. Региондордо, тойлордо, бунун баары текшерилиш керек да. Бирок деген кептин баары сапаттуу болуп атат да.
Биз уруксат беребиз, макул, биз жарандарыбыздын мындай ден соолугуна капа болуп ушул уруксат берели. Бирок эртеси күн деген ишкерлер ошо салык төлөгөн, ошол салыктын аркасы менен акылларын да биз алып атабыз да, алар бизге келип претензия коюшат. Биздин аркабыз менен бүт мамлекетти мы содержим, мы налоги платим, эмнеге анда сиздер биздерди жашообузду күчөтүп начарлатып, тескерисинче проверкаларды эмне күчөтөсүңөр деп алар тараптан да арыздар келет да. Эми бул айтып аткан маселе боюнча анан биякта айтып атасыз, АЗС-терди текшересиз деп атасыңар, качество бензина вы проверяете или как они влияют на окружающую среду проверяете? Если разлили масло, проверяете на местах, да, вот у нас очень много СТО незаконных открыто, да, вот какой ущерб по окружающей среде? Вот эти вещи проверяете, Динарайм. Вот просто ваш список, сиз айтпадыңыз бы, количество проверенных хозяйствующих субъектов за 10 лет вы нам список дали, вот в этом списке у вас кто есть. Я просто прошлась по тем, озвучила то, что в вашем списке здесь есть. Строительные склады деп турат да, бул кандай? Же азыр уже башка жака кетип калды бул? Же сиздер деле калабы? Развлекательные, спортивные центры деп турат да? Анан учреждения, какие учреждения? Разные деп. Вот эти вещи надо просто уточнять, да? Они здесь 1000 проверок разные. Что вы проверили под разным? Учреждения, какие учреждения проверили? Государственные объекты, частные объекты, 2665 объектов. Вот просто вот тот перечень, который вы дали, посмотрите, пожалуйста. Птицефабрики, да, это вот нарушение, именно какой урон экологии они на местах делают, об этом идет речь. Предприятие твердых бытовых отходов, это я вот конкретно вот про мусорный полигон вопрос задала, да. Биз колдоп беребиз, макул да, мисал мен депутат катары анан жарандарыбыздын ден соолугуна капа болгон адам катары мисалы да эртеңки колдоп берсем, акылары, кызматкерлердин акылары 15 000 сом болсо, эртеси күнү бүт текшерүүлөрдүн баары пара берүү менен бүтүп атат деген сөз. Анан деген генеральный прокуратурада, мурда генеральный прокуратура болсо, азыр Минэкономикада регистрация кылбай туруп эле мындай барып текшеребиз деп уруксат берип койсок, вот где вот эта тонкая грань, да, что будет порядок? Вот бизнес за то, что переживает. Да? И я думаю, это вот тот вопрос, который всех 90 депутатов волнует. Да? Рахмат, что перекосипо? Я отвечу. Вы правильно сказали, что вот здесь попали, значит, в объекты проверки торговые развлекательные учреждения, а вот именно те предприятия, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Вот 2018 год, посмотрите, там 33%. Вот когда мы выйдем из сферы действия вот этого положения о проверках субъектов предпринимательства, где оценка проводилась, ранжирование объектов проводилось неправильно, мы перейдем сразу под юрисдикцию положение о госконтроле за охраной окружающей среды, которое регулируется общим техническим регламентом по обеспечению экологической безопасности. И там в статье 18, пункт 4 четко есть приложение 2, которое определяет категории опасности предприятия. И вот по категории опасности, там их 3. Первая, вторая, третья категория опасности. Я вам просто для примера расскажу, как это будет нормальный и правильный контроль организован. В первую категорию опасности попавшие объекты, они проверяются 1 раз в год. Во вторую категорию отнесенные после оценки, они проверяются 1 раз в 3 года. В третьей категории опасности они проверяются 1 раз в 5 лет. То есть вот это именно категорирование по категории опасности, оно приведет к уменьшению, значит, или вообще к уменьшению проверок 5-го класса опасности, 3-го класса опасности. То есть туда вот эти все услуги торгово-развлекательные учреждения, они практически не будут проверяться, потому что там компетенция санэпиднадзора, и там техники безопасности, охрана труда, вот о чем вы говорили. Мы же будем смотреть только с точки зрения сбросов, отходов и выбросов. То есть это цементные заводы, все крупные, они будут обязательно 1 раз в год проверяться. Отходы, это те предприятия, у которых хвостохранилища, полигоны, они обязательно должны проверяться 1 раз в год. А вы же видите, вот посмотрите по недрам, они практически проверяются 11%. То есть мы фокус переводим именно на то, что нужно проверять, а не ходить туда, куда не надо ходить. Это компетенция других органов. И вот эта госэкотехинспекция, когда была создана, я думаю, это действительно, ну это мое
мое личное субъективное мнение, но оно подтверждается всем этим анализом. Выводились из-под контроля именно другие объекты, а количество 70%, вот это показатели, они наращивались только за счет именно категории, третьей категории, которые должны вообще один раз в 5 лет проверяться. И мы вот эту выстроим встроенную систему. И наоборот, количество именно вот этих третьего класса опасности вообще раз в 5 лет. Один раз их проверим, посмотрим на соответствие документации. Динара, извините, а вы всё. сразу можете сказать первый, второй, третий класс опасности, разница? Первый, второй, классификацию на примере да, конкретно можете сказать? Я на примере вам скажу. Вот, например, в первую категорию опасности попадают все предприятия, которые имеют хвостохранилища, полигоны, которые занимаются переработкой и утилизацией опасных отходов. Значит, это один критерий, второй критерий. Третий, например, если по отходам взять, в первую категорию опасности попадают те предприятия, которые имеют в процессе своего производства первого, второго класса опасности отходы. Вообще отходы, они по 5 классам делятся. И вот первый, второй класс опасности отходов – это все первые категории. Третий, четвертый класс, пятый класс опасности – это второй категория опасности. А вот Я вас прошу на примере, на очень простом, я извиняюсь, мы все-таки не специалисты вашей сферы, да? Разделите, пожалуйста, вот на простом примере, чтобы мы понимали, раз в 5 лет кого проверять будут? Раз в год кого будут проверять? Какие именно нарушения? Раз в год будут проверяться все недропользователи, куда мы к ним идем, те, кто занимаются добычей. Их на сегодняшний день 1544, из них 875 работающих. Конечно, 875 все недропользователи в один год не проверим, все равно это растянется на 2 года, я думаю, если мы так эффективно план проверок построим. Здесь действительно долго рассказывать. Все те предприятия, которые имеют хвостохранилище, мы их тоже будем проверять. И у нас будет план проверок предприятий первой категории опасности, план проверок предприятий второй категории опасности, а вот третий, который, говорю, раз в 5 лет, это вот как раз те предприятия, на которые, в принципе, нам и не надо ходить, мы просто смотрим, сколько у них там отходов, это ТБО в основном, 5 класс опасности. И если у них там нет ни очистных сооружений, там ни сбросов, ни стоков, там нечего и ходить экологам. Там будут ходить санэпидстанции, вот как вы говорите, по ресторанам, смотреть гигиенические требования, смотреть требования по охране труда. То есть эта классификация, расчет категории опасности, он производится по формуле в зависимости от количества объема выбросов, сбросов и отходов. А вы 1544 недропользователей успеете за какой срок проверить? Я прошу прощения, если их раз в год проверять, у вас сколько сотрудников? Они в регионах находятся, это же крупные предприятия. Да, но 52 рабочие недели, мы так считаем, да, в среднем на проверку одного недропользователя качественно в начале, ну, я думаю, уйдет до 5-6 дней, да, но неделю мы будем так считать. Вот считайте 52, и чтобы проверить 875, вот надо разделить на 52 рабочие недели. Вы знаете, мы уже, в принципе, матрицу нарисовали, будем этот план согласовывать. Сколько получается вот график 1544 за год, это сколько, какой там график получается? Мы работающих будем проверять. А сколько у вас человек работает? У нас официально работает, сотрудников? А? Сотрудников сколько? Сотрудников на сегодняшний день где-то 132 инспектора, это региональные и в головном. У нас головное же есть управление здесь, и по регионам тоже в региональных, это региональные инспектора. Всего 132? Да, около. Они 1544 предприятия проверят за год. Ну, грубо говоря, если 1500 будем проверять все, это за год получается раз в неделю, это 28 А кто будет на рабочем субъектов. месте сидеть, работать? Нет, инспектора, они у нас закреплены все по районам. Закреплены по районам, и каждый знает свои объекты. Когда проводится комплексная проверка, к ним подключаются другие еще специалисты, потому что один инспектор не обладает в полной мере всеми компетенциями. То есть подключаются специалисты с охраны недр, и, естественно, туда и подключается лаборатория. У нас есть лаборатория экологического мониторинга. Но там целая своя система. Поэтому вот говорю, что у нас было хорошее положение о порядке проверки, это о госконтроле за охраной окружающей среды, которую вот почему-то оно утратило силу в 2017 году. Вот смысл вот этого законопроекта, нам нужно вернуть вот эти все наши отраслевые документы. Динара, я еще раз повторюсь, здесь никто не враг нашей экологии, здесь все за то, чтобы мы жили в экологически чистой стране, у всех здесь коллег, дети, внуки, все хотят, чтобы наследство мы своим потомкам оставили нормальное,
государства, да, то вопрос в другом, чисто технический. Вот сейчас я, например, задаю этот вопрос, я сижу и думаю, как физически это можно вопрос. Вы охватываете качеством, но количественно будет ли это такая проверка, да? Это побежал с одного предприятия, если в одном районе 10 предприятий, 3 человека сидит, в другом районе вообще нету предприятий, да, 40 районов, плюс там город, там 4 района. И того, как тогда это получится, вот качественный охват, он будет ли? И я еще раз хочу спросить, сколько заработная плата у сотрудника, рядового сотрудника вашего? Молодые специалисты, которые не имеют стажа работы, без выслуги лет, без всяких надбавок, они у нас получают сейчас где-то в районе от 12 до 15 тысяч сом. Это самая острая проблема, о которой знает Кабинет министров, и, естественно, над ней мы работаем. Второе, то, что вы говорите, планирование проверок, это очень важный этап, и есть сама методология организации проверок, потому что есть же сама система, эту государственного экологического контроля нужно строить на 3 уровнях. Это производственный экологический контроль. Она сейчас практически это отсутствует. Эта система есть ISO 14000, международная система стандартов, значит, организации менеджмента, экологического менеджмента на предприятии. Все недропользователи, поскольку они стремятся к этому ISO и приняли свои обязательства о корпоративной социальной ответственности бизнеса именно в горнодобывающей отрасли, там есть ряд регламентов, которые регулируют именно организацию этих контрольных проверок. Кроме того, есть система производственного мониторинга. Мы все эти системы сейчас будем сводить в единое, чтобы была комплексная система. Хорошо, я поняла. Единственная у меня просьба, можно вот эту матрицу, то, что вы расписываете, да, в письменном виде нам дать, чтобы мы тоже понимали, потому что нам будут задавать вопросы, почему мы поддерживаем очередное увеличение проверок, в связи с чем это связано, да, прям вот детально расписать, чтобы очень просто можно было людям пояснить. Хорошо, как только этот закон будет принят, естественно, у нас уже подготовительная работа проведена, мы дадим письменно всем информацию.